Доброе утро, дорогая Якутия! На календаре 11 апреля, день недели, сегодня вторник. И в это утро вновь с вами будем мы, Руслан Ачиров и Дарья Анкехан. Ну и, конечно, одна из самых любимых программ нашей республики – это «Утро Якутии». Мы сегодня будем вас заряжать позитивом, расскажем хорошие новости и настроим на трудовой лад. И вот что мы вам покажем. Китай возобновляет авиасообщение с Россией и, соответственно, турпоток. 12 апреля в Якутске стартует 5-й юбилейный стартап-тур Сколково. Что будет знаменательно, чем будет знаменательно это мероприятие в этом году, какие гости посетят столицу региона, мы узнаем сегодня в нашем выпуске. Ну а далее в рубрике «Советы стилиста» мы поговорим о головных уборах, которые будут в тренде в этом весеннем сезоне. Ну а в нашей постоянной рубрике «История вещей» расскажем о музейном экспонате из города Томот. Между тем, как сообщают наши специалисты из Республиканского архива, вырос спрос среди жителей Якутии на услугу по поиску родословных данных. Очень интересная тема. Возможно, кто-то из вас об этом уже думал, и тогда наша информация будет для вас полезна. Также мы покажем сюжет про столовую «Рябинушка» из города Мирного, который в этом году отмечает свой юбилей. Так что оставайтесь вместе с нами. Еще больше информации вы можете узнать, если подпишетесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Ну и, конечно, по традиции сейчас предлагаем вам узнать, какая погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 19 градусов. В Заречной группе 11-28 градусов ниже 0. В южных 7-9 со знаком минус. В Вилюйской группе 20-29 ниже 0. В Нижнеленских до минус 9. В западных районах 8-20 со знаком минус. В Колымо-Индигирской группе Улусов до 15 градусов мороза. В Янских районах 16-34 ниже 0, на северо-западе до минус 27. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 15 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 1 градуса. Сегодня вторник, 11 апреля, казалось бы, обычный день. Но наша рубрика «Даты и события» поможет вам узнать, какие еще праздники или важные даты связаны с этим днем. На календаре 11 апреля. Сегодня отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. День Конституции Республики Крым. 11 апреля 2014 года Государственным Советом Республики Крым был принят основной закон субъекта – Конституция. Принятие документа завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне. По народному календарю сегодня Берещение. В этот день нужно было выходить в березовую рощу, слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить, не началось ли движение сока. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь. Этот день в истории. В 1147 году впервые упомянуто слово «Москва». Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава Ольговича на встречу, состоявшуюся 11 апреля, фразой, в которой впервые было упомянуто слово «Москва». В 1857 году в этот день император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла. Также был утвержден весь комплекс государственных гербов – большой, средний и малый, которые должны были символизировать собой единство и могущество России. Они без особых изменений просуществовали до 1917 года. В 1909 году, 11 апреля, основан город Тель-Авив. Однако это название город получил только через год. Название Тель-Авив буквально переводится с иврита как «холм весны». В 1919 году в этот день создана Международная организация труда. Ее целью стало продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. В 1944 году в этот день Керчь была полностью освобождена от фашистских войск.
За героизм, мужество и заслуги населения и подвиги воинов в Великой Отечественной войне Керчи присвоено звание города-героя. Всего в боях за Керчь 146 воинов удостоились звания Героя Советского Союза. 21 части и соединению присвоено почетное наименование «Керченские». В этот день родились Мария Милославская, русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича. Эмиль Кио, советский артист цирка, иллюзионист, основатель знаменитой династии иллюзионистов. Георгий Ярцев, советский футболист, российский футбольный тренер, заслуженный тренер России. Валерий Гаркалин, советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист России. Сергей Лукьяненко, российский писатель-фантаст. Именины сегодня у Ивана, Исаакия, Кирилла, Корнилия, Марка, Михаила и Филиппа. Мы продолжаем наш эфир. Это «Утро Якутии». Ты знаешь, Руслан, вот очень много у нас в республике проводится различных конкурсов для молодого поколения. Да? Как модно это сейчас говорить, такие стартапы. Данные мероприятия проводятся с определенной целью, конечно, это помощь молодым специалистам как-то реализовать себя и свои, так сказать, желания. Абсолютно верно. Вот, например, в Горном Улусе прошел финал улусного конкурса «Бизнес-идей, бизнес-стартап» в рамках Года труда Республики Саха-Якутия и Года благоустройства в Горном Улусе. Этот конкурс проводится в Горном Улусе во второй раз. Всего приняли участие 22 человека. Это 16 школьников и молодежь района до 26 лет. В итоге победителями грантов стали Дамир Платонов с проектом «Мини-кондитерская» и Яна Данилова с проектом «Мини-зоопарк». Они выиграли по 100 тысяч рублей. Это были районные отборочные этапы. Финал стартап-тура пройдет уже в городе Якутске 12 апреля. И сейчас у нас в гостях Петр Габышев, директор технопарка Якутия. Как раз мы узнаем поподробнее о данном мероприятии. Петр Петрович, доброе утро. Доброе утро, Даша. Доброе утро, Руслан. Чем отличается мероприятие от предыдущих, да, и что нового мы увидим в этом? В этом году он пройдет у нас только в Якутске, в Дальнем Востоке. То есть был выбор, и Якутск победил. То есть мы, скажем так, в топе городов на Дальнем Востоке, поэтому и в этом году будет упор на креатив. Как мы знаем, что Якутск у нас столица не только IT, но и креатива теперь в России практически, да. И поэтому в этом году будет у нас, скажем, дополнительный трек, это креативные технологии, где было тоже очень много заявок, и мы считаем, что это позволит нашим проектам показать себя на российском уровне и заявить о себе. То есть мы будем встречать участников со всего Дальнего Востока? Не только, но и России. Всей России. Да. Хорошо. Кто становится участниками? Автоматический вопрос. Молодежь с какого возраста? Это, получается, 18+, совершеннолетние, которые уже имеют какой-то свой проект, идеи у них есть, готовы ее реализовать, показать свою идею своим экспертам, получить обратную связь и дальше работать с нами уже после. Надо отметить, что в этом году Якутия поставила рекорд по количеству участников в конкурсе технологических проектов стартап-тура. Мы знаем, что из более чем 250 заявок эксперты Сколково отобрали 20 полуфиналистов. Какие проекты можете отметить по трекам, по направлениям? Вот никого не хочу особо выделять. Самое главное, что там есть проекты, которые мы даже не знаем, Руслан, и это отрадно. То есть это для этого и проводится конкурс такой, чтобы мы увидели проекты, которые мы не видели раньше, да, мы хотим посмотреть, кто такие, дальше с ними будем работать. А так проекты производились со всей России, и этот рекорд, он на самом деле очень такой показательный. И даже эксперты Сколково на самом деле были в шоке, когда увидели эту цифру, и мы сами тоже были в шоке, мы не ожидали такого количества заявок. Но это потому, что мы проводим эту туру, получается, единственная на Дальнем Востоке проводится, и поэтому к нам приехали проекты со всей России. То есть приедут и Дальний Восток, и Сибирь, даже есть проекты из Москвы есть. Вот 259 заявок, можно же выделить, наверное, какую-то основную тенденцию, да? Вот направление самое популярное. Самое популярное. Ну, самое, конечно, это у нас IT, понятно, технологии, да? Там было более 150 заявок. И креатив тоже был на втором месте, там около 50 заявок. То есть два таких направления сильных у нас в Якутии. А что дает победа в конкурсе? Конечно. Это главный вопрос, потому что в любом случае Прежде это такой всего, это, соревновательный конечно же, момент. это приз денежный, 300 тысяч рублей. За второе место 50 тысяч рублей получат проекты. И это право представлять Якутию на конкурсе Startup Village, который будет в конце мая в Москве. Это будет большой такой мероприятие федерального масштаба. И победитель будет представлять Якутию на этом конкурсе. Только один? Только один. Хорошо, а помимо конкурса, да, на стартапе будет много и других проектов, да? Какая-то дополнительная программа, да? Расскажите немного об этом. Программа даже очень насыщенная. Это мастер-класс по питчингу, какие-то бизнес-сессии, различные мероприятия.
Приедет 25 у нас гостей, получается, из Сколково приедет. Они будут прокачивать наши проекты, которые уже, допустим, существуют, не вне конкурса находятся. И в конце нас ожидает большое событие, первый фиджитал-турнир в Якутии. Вы знаете, что такое фиджитал? Фиджитал? Фиджитал. Я знаю, диджитал. Это такое модное Диджитал слово, ты да. знаешь, да? Это, значит, производное от physics and digital. Digital. Допустим, мы играем с тобой, Руслан, FIFA 22, да, 23 на приставке, а потом выходим с тобой и играем во дворе в футбол. И по сумме этих двух событий мы с тобой выделяем победителя. То есть ты можешь выиграть меня, допустим, FIFA, а я тебя потом выиграю в футбол во дворе. Ничья там, да, ну там какие-то показатели дополнительные. И вот сейчас эта тема набирает обороты, она очень модная. То есть и мы считаем, что это важнее даже поддерживать такие мероприятия, потому что здесь прокачиваются навыки твои не только, да, вот такие пальцы нажимать кнопки, но и спортивные подвигаться. И вот объединение двух этих событий, вот этих, это получается фиджитал. У нас будет турнир по CSGO и по лазертагу. То есть два дисциплины объединяются в одну. Петр, а простому обозревателю возможно как-то попасть хоть на какие-то площадки в качестве зрителя, либо просто в качестве участника, даже если он не находится вот в заявках, так сказать, в участниках? Да. Уже поздно. Ну, все очень просто, нужно, получается, заполнить заявку на сайте, регистрацию пройти, там она очень такая простая, несложная, и потом, получается, прийти на мероприятие. На сайте? В кластере туда будет у нас, на сайте тура. Стартап-тура.ру. Спасибо большое, Петр, что посетили наш утренний эфир. Ну, конечно, мы очень рады, да, что молодежь у нас такая активная. И вот все-таки то, что мы проводим такое мероприятие масштабное у нас в Якутске, это огромный показатель. И мне кажется, для многих из ребят это будет такой трамплин в хорошее будущее. Да, у меня еще Безусловно, вопрос. Недавно с фондом Сколково подписали соглашение, да? В прошлом году на Village. Да. Вот вкратце, что дает это соглашение? Или что уже получили от этого? Значит, мы поняли, что Сколково для нас это благо. В прошлом году, да, был как раз юбилей, был 10 лет, и мы подписали еще раз соглашение на еще 10-летний срок. Мы считаем, что Сколково нам очень хорошо помогает. Значит, наш главный партнер вообще был при нашем, скажем так, в росте, да, как инновационной экосистемы. И это даст также при проведении таких мероприятий больше таких событий, больше обратной связи от экспертов Сколково. Ну, также мы работаем с фондом Сколково, получаем гранты на компании. То есть работа ведется? Работа ведется, будет продолжаться, конечно, безусловно. Петр, спасибо вам большое за то, что посетили наш эфир. Ну а сейчас мы прервемся на новостной блок. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Проект «На вахту РФ» оказывает помощь в трудоустройстве участников специальной военной операции в промышленные компании Якутии. При наличии вакансий в компаниях приоритетом будет первоочередное трудоустройство участника СВО. До направления на работу организованы обучающие дистанционные курсы. Так, уже первый участник СВО, прошедший курс обучения, получил свидетельство по профилю слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования. Буквально через несколько дней вахтовик отправится в крупную компанию «Эльга» в Нерюнгринский район. Напомним, «На вахту РФ» реализуется с ноября 2020 года по поручению главы республики Айсена Николаева и сотрудничает с 39 промышленными и инфраструктурными предприятиями. Наша миссия максимально содействовать тому, чтобы ребята становились на ноги. Значит, все процессы у нас электронные, то есть на электронной платформе. И начиная от создания пакета документов универсальных, обучения, повышения квалификации, прохождения собеседований, все происходит в электронной форме, без отрыва от семьи, от хозяйства. У нас есть сайт navahtu14.rf, где каждый желающий может подать заявку. С 10 до 12 часов 11 апреля в связи с ремонтными работами теплоэнергии будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают объекты по Сергеляхскому шоссе 11 километр, 2, 3, 6, 6/3, 6А, частный сектор, 16 жилых домов, санаторий Абырал и реабилитационный центр для детей и подростков.
Свыше 30 площадок для свадебных церемоний, в том числе в Останкинской телебашне, станут доступны для молодоженов в 5-м сезоне проекта «Новые адреса счастья», который начнется 22 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На выбор молодоженов больше 30 площадок, в том числе небоскребы Москва-Сити, исторические усадьбы, павильоны «Космос» и «Москвариум» на ВДНХ, станция метро «Маяковская». Среди новых – оперный дом в музее-заповеднике Царицына. Возобновятся церемонии в Останкинской телебашне, написал Собянин в своем телеграм-канале. Национальный центр аудиовизуального наследия народов республики отметил 27 лет со дня основания. Организация занимается хранением, сбором и систематизацией аудиовизуальных документов. Помимо этого, на постоянной основе ведется видеофиксация значимых событий современной истории. В центре сформировано 115 фондов. На сегодняшний день в них содержится около 40 тысяч аудиовизуальных документов. Это кино-видеоматериалы о знаковых событиях, фактах, явлениях, проходивших в Якутии, кадры политической, экономической, культурной, общественной жизни республики, портреты различных людей, поколений и профессий, начиная с начала 20-х годов прошлого века. Чаще всего материалы поступают такие, скажем, практически безымянные. И их нужно отсмотреть, нужно выявить, представляют ли они ценность, любую ценность, научную, культурную, историческую. И только в таком случае они поступают на государственное хранение. Но вы знаете, вот за год, допустим, мы где-то примерно просматриваем около 2000. У нас коллектив небольшой, поэтому 2000, предположим, материалов мы отсматриваем. Если есть у вас материалы, которые представляют интерес для истории, то, пожалуйста, обращайтесь к нам в Национальный центр аудиовизуального наследия. Республиканские конные скачки провели на ипподроме имени Трифонова в Амгинском Улусе. Ежегодное открытие скакового сезона Федерации конного спорта Якутии начинается с главного ипподрома Амги. И в этот раз, несмотря на погодные условия, лучшие скакуны из 5 районов выявили лучших на сегодняшний день. Как отмечают организаторы, эти скачки являются подготовкой к предстоящему большому старту 9 мая в Якутске. По итогам 4 заездов первые места заняли скакуны из Татинского и Амгинского районов. Призовые места взяли также Мегино-Кангаласский и Намский районы. На предстоящий скаковой сезон у Федерации конного спорта Амгинского Улуса большие планы. Планы федерации нашего района, главное, чтобы пройти рейтинг, потом Вильдархан. Это наша задача, это наша цель нашего района, нашей федерации. Мы благодарим наших коллег из новостного отдела. Ну а мы движемся далее. Наконец-то прошел снежный циклон, и мы можем попробовать, полюбоваться солнышком. Снег тает, появляются первые лужи, многие уже перешли и на весенний гардероб. Давайте же узнаем, какие головные уборы в тренде в этом весеннем сезоне. Доброе утро, меня зовут Ольга Захарова, я персональный стилист. Весна уверенно вступает в свои права, и мы с удовольствием убираем подальше шубы и пуховики и переходим на весенний гардероб. Что же актуально этой весной? Головные уборы – это тот элемент одежды, который может освежить наш образ, сделать его актуальным, современным, без большой нагрузки на семейный бюджет. По-прежнему актуальна и универсальна шапочка бини. Она сочетается как с куртками в спортивном стиле, так и с элегантным пальто. А если необходимо сделать образ ярким и запоминающимся, мы можем выбрать яркий цвет. В нашем северном климате очень актуальны всевозможные вязаные головные уборы. Это могут быть чепчики, всевозможные капоры и капюшоны. Выбирайте головные уборы с натуральным составом, чтобы они были не только модными и красивыми, но и согревали. Если вы любите носить шляпы и панамы, то в этом сезоне очень актуальны теплые панамы из твида и из эко-кожи. С повышением температуры поздней весной мы переходим на более легкие головные уборы. Береты, бейсболки. Береты могут быть небольшие, а-ля француженка. Бейсболки супермодные, выполнены в эко-коже. А самые смелые модницы могут сочетать бейсболки с шелковыми платками.
Знаешь, Руслан, выбор аксессуаров – это всегда некая такая проблема. Вот эти платочки, шарфики, кепочки, шапочки. Для каждой девушки это, вот, знаешь, и вроде бы и возможность выделиться из толпы, но в то же время это очень серьезный выбор. Ну, я с тобой согласен, действительно, но нам чуть попроще. Я одеваю одну шапку уже в течение нескольких лет и хожу. Главное, чтобы голова не мерзла, да? Правильно. Главное, чтобы было тепло. Но более-менее мы разобрались с выбором головных уборов. Ну, а сейчас давайте перейдем более к такому к досугу, да? Что можно почитать? Я думаю, что также есть муки выбора. В этом случае тоже бывают зачастую непростыми. И тут на помощь приходит наша рубрика, которую мы показываем по вторникам. Книжная полка. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про книгу Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Эта книга вышла во второй половине 20 века и до сих пор считается очень важной для психологии, для филологии и мифов. Потому что Кэмпбелл в этой книге смог объединить множество легенд и мифов разных народов и показал, кстати, он изучал исследования Зигмунда Фрейда и других психологов и философов своего времени, своего века. И в этой книге, которая является все-таки редкостью, нечасто мы ее видим в магазинах, и ее нужно искать, ловить. Она есть в нашей библиотеке в национальной, и на Литресе она есть. Правда, у нас она в одном экземпляре, на Литресе надо ее искать, потому что она все время там кончается. Вот это мой личный экземпляр «Тысячеликий герой». И если вам интересно, почему в сказках герои поступают схожим образом, почему в мифах и легендах есть примерно один сюжет. Герой встречает какую-то проблему, или проблема сама к нему приходит. Герой отправляется в путешествие и затем возвращается обратно на родину. Примерно по такому сюжету. Но Кэмпбелл делает глубже, он показывает, какие есть мотивы, как все это рассказывается в разных легендах и в мифах народов мира. Так что эту книгу можно причислить и к стыку психологии, мифологии, изучения текстов. Я ее советую не только людям, которые посвятили жизнь анализу текстов и мифов, но, наверное, и всем, кто так или иначе изучают так называемые психологические или околонаучные тексты. И книги, которые вышли подобным образом, они всегда актуальны. Да? Это не просто какие-то культурные книги. Это книги, которые мы можем читать каждый день, и они никогда не будут не востребованы. Так что я советую всем «Тысячеликий герой», Джозеф Кэмпбелл. Читайте, думайте, анализируйте. Ты знаешь, Руслан, вот эта рубрика является одной из таких самых любимых, потому что, ну, действительно, выбор сложный, да, обычно с литературой. А здесь посмотришь, запомнил, сделал скриншот, сходил в прекраснейшую библиотеку, выбрал, и ты все время даже не заморачиваешься о том, что нужно вот у кого-то спросить или где-то найти информацию. Все благодаря нашей рубрике можно каждую неделю по новой книге дочитать. Мало того, я тебе скажу, что вы можете прочитать книги, да, то есть это открывает кругозор, ну и, конечно же, пополняет словарный запас. Ну а следующая наша рубрика, которая называется «Говорим правильно», также продолжает вам рассказывать в этот раз о цветах, об их названии и что они означают в русском языке. Ну а сегодня мы расскажем вам о таком цветке, как мимоза. Доброе утро, дорогие телезрители! То, что мы привыкли называть мимозой, в русской классификации называется серебристой акацией. Но вернемся все-таки к мимозе. Настоящая мимоза, например, мимоза стыдливая, совсем другого цвета. Она розовато-сиреневая и не дает таких роскошных бутонов, соцветий, хотя относится к тому же семейству, что и акация. Но у мимозы стыдливой есть одна особенность, благодаря которой, собственно говоря, этот цветок и получил такое название – мимоза. Дело в том, что при прикосновении, например, при дотрагивании к ним пальцами, щелчке пальцами, листочки мимозы сворачиваются. Это происходит благодаря тому, что у листочков есть специальные чувствительные волоски. И
соответственно, название слова «мимоза» происходит от слова греческого «мим», то есть актер, как бы отражает возможность этого цветочка играть. В Италии есть аналог нашего 8 марта, и символом итальянского 8 марта является как раз мимоза. И это совсем не случайно, потому что это красивое растение, несмотря на свою нежность, хрупкость и пышность, является очень устойчивым и может перенести многое, кроме низких температур. А на языке цветов мимоза обозначает неизменность и постоянство. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Говорим правильно, читаем хорошую литературу. Ну и, конечно, всегда восхищаемся достижениями наших грамотных, умных ребят, которые представляют республику не только на наших региональных, различных мероприятиях, олимпиадах, но а также и за ее пределами. Так, ученица Якутского городского лицея Ксения Беркут вошла в десятку лучших российских школьников по предмету «История». Она победила на Всероссийской олимпиаде. Отмечается, что тренером сборной Якутии по истории выступила доцент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Наталья Радченко. И сегодня у нас самая лучшая ученица России по предмету «История». Вот прям так тебе представим. Ксения Беркут у нас в гостях. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Сложнейший предмет история. Наисложнейший. Ну, просто вспоминая свое время, вот эти ЕГЭ, так и не смогла я победить этот предмет, например, а ты вот так триумфально выступила, Расскажи все-таки, с чего все начиналось, как вот все-таки любовь к истории в тебе возникла, и волновалась ли? Да, спасибо большое. Конечно, история у нас считается традиционно одним из самых сложных предметов не только как на Всероссийской олимпиаде, но и на ЕГЭ до сих пор это такой порог определенный создает, то, что даже не каждый может знать, потому что куча дат, фактов, каких-то определенных слов. Но что касается меня, лично мой интерес в истории, он как-то начался довольно давно, еще где-то с начальной школы. Когда-то разумеется, сначала такой был детский, наверное, восторг, потому что я смотрела много всяких документальных фильмов, это в том числе и Романовы. Это, конечно, снималось очень интересно, очень красивое платье, конечно. Мне, как девочке, это все очень нравилось. Но потом как-то начала больше интересоваться этой темой, потому что история, она очень интересная наука. И там, конечно, есть даты, но есть очень много таких интересных вещей, когда есть какие-то фактологические связки, причинно-следственные связи, что из чего появляется, и поэтому изучать этот процесс, синтез вот этой истории, и как он впоследствии отражается на нашей дальнейшей деятельности и на нашей жизни, и как происходили эти метаморфозы в течение очень многих лет, и к чему они привели, я думаю, очень интересно. Руслан, ты заметил, как мастерски Ксения владеет русским языком, да? Да. Сколько у нее оборотов, лексика какая потрясающая, да? Мне кажется, это все именно оттуда с истории, да? Прочти. Нет, ты но историю же познайте. Ты участвовала в конкурсе, там же и устно, скорее всего, да, все это было? Да, конечно. Третий тур, он обязательно устный, потому что считается то, что историк всегда должен хорошо говорить, потому что он должен выступать с лекциями, он должен уметь как-то интересно преподать материалы, не читать только монотонным лицом, как обычно читают лекции, потому что история, на самом деле, удивительная наука, и если ты ее хорошо преподносишь, то, разумеется, она превращается в что-то очень интересное, не просто какой-то монотонный набор фактов. Ксения, а можно уточнить, какой класс у вас? Якутский городской лицей? 11 класс. Как будто преподаватель. Я вообще сижу, как будто, знаешь, у доцента, понимаешь? И, Ксения, допустим, хорошо, значит, выбрала любимый предмет историю. Хороший преподаватель в любом случае должен быть, самостоятельно, мне кажется, готовиться к таким мероприятиям масштабным сложновато, да? Как вообще готовиться к истории? Постоянно перечитываешь ее заново, делаешь тест, или как сейчас проще подготовить себя к экзамену по истории? Ну да, конечно, подготовка очень важна, и, наверное, действительно в одиночку что-то очень сложно сделать. Знаете, у нас говорят то, что Олимпиада — это образ жизни, поэтому это не какое-то занятие, условно, с 4 до 6, когда ты исключительно сидишь, а потом ты встал, начинаешь делать все, что угодно, потому что
история это подразумевает довольно большой кругозор. Это и фильмы разнообразные, потому что вот в этом году было у нас отмечается год педагога и наставничества, и первое задание тестового тура было посвящено разным фильмам. Там были такие, как «Дождем до понедельника», «Сельская учительница». И это такие вещи, которые ты не прочитаешь обычно в учебнике. Это вот единственное, как ты можешь это узнать, это из общего кругозора довольно широкого. То есть ты должен интересоваться литературой, ты должен интересоваться кинематографом, ты должен интересоваться искусством. И какое-то свободное время ты должен ходить в галереи, посещать выставки. То есть чем больше ты видишь, чем больше ты знаешь, тем тебе это добавляет баллов. И порой даже больше, чем просто заучивание каких-то фактов, порой даже абсолютно рандомных и ни с чем не связанных. Интересно, а сколько вообще человек, ты знаешь, принимало участие в этой Олимпиаде? Ну, или хотя бы вот именно среди твоего как дисциплины, или как сказать, возрастного какого-то? Да, я понимаю. То есть вот у нас, допустим, в этом году был общий рейтинг, то есть все классы, они выступали на равных. Это подразумевает то, что обычно 11-классники как наиболее хорошо подготовлены, их больше. Но, соответственно, разумеется, представлена все параллели, и 9, и 10, и 11, ну и старшая школа, соответственно. И обычно это где-то 300-320 человек. В республике? Нет, и по всей России. По всей России, хорошо. Да, то есть, ну, обычно представители регионов, некоторые регионы приезжают сборными, но обычно, как всегда, как минимум от одного региона, как минимум один выступающий должен быть. А у нас сколько было? Ну, я одна была. Одна была. И, значит, вот так шикарно выступила, да? Да, награждение было, да, какое-то классное у вас? Да, награждение у нас было такое, ну, помпезное, если так можно сказать. Оно проходило в Псковском государственном университете, но, разумеется, оно было в Пскове, и Олимпиада тоже там проходила, поэтому награждение, соответственно, было на базе этого университета. Все, наверное, очень, как ты говоришь, помпезно, достойно. Да, конечно, ну, как всегда, достойно проводятся такие мероприятия. Соответственно, было довольно много известных историков, это и в составе жюри, но вот председателем был господин Карпов, это президент исторического факультета, который, собственно, и вручал награды победителям, что мне очень, конечно, запомнилось. Ксения, этот год у тебя выпускной. Да. С чем ты хочешь связать свою жизнь и куда будешь поступать? Нет, а Твои еще планы? самое главное, поступили ли уже предложения? Обычно же всегда вот так победителям уже подходят и говорят: слушай, приходи к нам, поступишь на бюджетное место, забираем. Было такое? Ну, конечно, ну, подходили и предлагали, ну, поступать в МГУ, но я еще довольно не определилась, потому что диплом дает право поступить на бюджет в любой вуз, ну, по соответствующему профилю. Но я, наверное, пока еще определенно сказать не могу, но могу сказать точно, то, что история — это такой предмет, который выводит, собственно, и на проблематику наших современных событий, как всегда. И, соответственно, я думаю, возможно, изучение нынешней ситуации политологии, международных отношений — это тоже все профили, которые непосредственно связаны с историей. Поэтому я посмотрю, возможно, на одно из этих направлений. Спасибо. У тебя еще есть время, в принципе, выбирать, а еще не только время, у тебя еще есть теперь возможность выбирать, это самое главное. Но мы желаем тебе, конечно же, успехов в будущем. Учись, побеждай, ставь новые цели, достигай. Ну и, конечно, отрадно видеть, что вот такие ребята у нас сегодня являются выпускниками, да, различных учебных заведений нашей столицы, нашей республики. Удачи тебе, молодец, умница, и спасибо тебе за то, что вот так прославила наших учителей, наставников. Спасибо большое. Спасибо. Но мы надеемся, что наши гости в будущем станут востребованным специалистом. Действительно, история — это такой предмет в школе, который можно считать одним из важных учебных предметов. А ведь благодаря истории мы узнаем памятные даты, различные исторические факты не только нашей страны, но и мира. И далее, продолжая нашу тему об истории, мы расскажем в истории вещей, расскажем об одном артефакте, который на сегодня хранится в музее города Томот. Что это за артефакт и как он оказался в руках специалистов музея, мы узнаем далее. Мы хотели бы рассказать про первый экспонат. Это вот такой вот наконечник. Наконечник это 19 века. Подарила нам жительница города Томота Карамзина Татьяна Гаврилевна.
Она 1912 года рождения, потомственный охотник-оленевод. Наконечник ей достался от деда. Дед подарил отцу Татьяны Гаврилиной, и Татьяна Гаврилина его сохранила и передала в музей. Она прожила 92 года. А вот для чего предназначался? Для охоты, да. Вставлялась древка и для охоты, ну, в основном, конечно, на медведя. А Татьяна Гаврилина еще передала еще один экспонат, тоже такой ценный, тоже 19 века, и такая вот пальма. Это тоже оружие, но у него лезвие, вот видите, какое, ну, как нож, длинное. И на вот такой вот древке прикрепляется оно берестой. Но это тоже для охоты, тоже, скорее всего, ну, на медведя. Это вот специально как будто чехол, да? Да, для лезвия, чтобы оно не тупилось. Скорее всего, так вот они, видите, как приспособили, да? Ну и вот такая вот сумочка, ну это уже, конечно, 20 век. Сумка из бересты, каркас сшит из бересты, а сверху обшит камусом и ровдугой. Так как ивенки вели кочевой образ жизни, они с места на место очень часто переезжали, и очень было удобно 2 сумки на оленя повесить, да, и по обе стороны ему было легко, и, естественно, больше ты вещей мог перевезти, вещей, продуктов. Также они застилали, например, тоже берестяное какое-нибудь приспособление, можно было закрыть, прикрепить, снег не попадал и дождь не попадал в эту сумку. Ну, естественно, мех тоже не пропускает воду. А вот такие вот экспонаты в нашем музее хранятся. Надеюсь, что мы еще их сохраним долго. Исторические артефакты, сама история, предмет в школе история. А вообще, знаешь, простой жизни, наверное, история своей семьи. Это вот то, что должен знать каждый человек. Абсолютно верно, и все больше якутян начали интересоваться своей родословной. Это отмечают специалисты Национального архива Якутии. Помимо этого, они также начали делиться своими архивными материалами с Национальным архивом. Более подробно в следующем материале. На сегодня в стенах здания Национального архива Якутии хранятся около 1,5 миллиона архивных материалов. Большая часть из них – это материалы до 1917 года. Поэтому все эти документы имеют большую историческую значимость. Например, вот документы церквей, метрические книги, да, которые очень, да, значит, популярны сегодня, потому что для генеалогических исследований, для составления родословной, которые от граждан, населения очень много запросов поступает и востребовано это. И также у нас идет цифровизация, то есть оцифровка также переписей населения. Это тоже применяется, используется для составления родословных. Для того, чтобы узнать свои корни или историческое начало своего рода, жители Якутии могут в свободной форме посетить здание Национального архива Якутии. Здесь в 2 читальных залах подается архивный документ, где каждый житель региона может покопаться в исторических документах. Ну, у нас есть документы в бумажном виде, с ними можно работать в читальных залах, они выдаются в течение 2 рабочих дней. Есть документы в электронный вид. В электронный вид мы сейчас переводим дела наиболее востребованные. Это то есть то, что касается родословных. То есть гражданин может через наш сайт зарегистрироваться в программе АИС ИЛАР-архив и получить доступ к электронным метрическим книгам церквей Якутской области, к ревизским сказкам, это переписям населения, по семейным спискам 1927-28 годов. Также все эти документы доступны в электронном формате. Жители региона могут спокойно ознакомиться с ними, как уже было сказано выше, не выходя из дома. Также на сегодня Национальный архив Якутии принимает и исторически ценные документы от граждан, чтобы пополнить свой фонд. Человек, если дома накопился архив, связанный с деятельностью, например, там, государственного деятеля, писателя, ученого, учителя, которые могут представлять исторический интерес для нашей республики, человек может написать заявление, ну и предоставить список дел, которые документов есть. У нас специальная комиссия рассматривает эти заявления, ну и принимает решение, принимать на хранение или нет.
Сегодня Национальный архив Якутии, начиная с 2016 года, занимается оцифровкой своих документов, чтобы облегчить работу как своих специалистов, так и тех, кто ищет здесь нужную информацию для себя. Мы сейчас оцифровываем информационно-поисковые средства, то есть архивные описи, где-то около 80%, более 80% значит, описей оцифровано. То есть это на основе которого и пользователь может найти, что хочет, да, в архиве. То есть это информационно-поисковая система. При этом сотрудники архива не сидят на одном месте. Так, буквально недавно группа специалистов ездила с рабочим визитом в соседнюю страну, Казахстан, чтобы оттуда перенять их опыт работы с архивными документами и обменяться архивными данными. На самом деле это дает для двух архивов очень большие взаимовыгодные сотрудничества, как я сказала. Да, это будет обмен опытом, это будет обмен документами по Максиму Кировичу Амосову и вообще по истории, возможно, Казахстана. Тут казахская диаспора есть, да, раньше и существовала. Возможно, будут еще какие-то другие документы. Вот таким образом Национальный архив Якутии делится своими материалами как с жителями Якутии, так и с другими регионами и странами, что дает уточнение в исторические факты того или иного события. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Ну а следующий наш материал будет посвящен также истории, но уже истории целого предприятия, которое создавалось в лихие 90-е, пережило за 3 десятилетия и взлеты, и падения. И сегодня это предприятие, назовем его комбината «Рябинушка», остается флагманом общепита столицы всего Алмазного края. И ни один праздник в городе Мирном не обходится без участия «Рябинушки». В 1993 году основала пищевой комбинат «Рябинушка» повар и технолог по образованию Галина Кучинская. С 2000 года мы кормим деточек, кормили, школы, и цех у нас был маленький. Тогда мы брали его в аренду в нашей администрации. По истечению столько лет мы открыли свой цех в 2011 году, вот здесь в Газовиках, и занимаемся спонсорской деятельностью. У нас 1 октября день пожилого человека, на 9 мая обязательно собираемся. Вот на 8 марта собирали мы. Где-то 45-50 человек у нас приходят. Мы их обслуживаем, они такие довольные, радостные. Одно из главных направлений предприятия – организация школьного питания. В школу всегда свежие продукты поступают. Повара у нас хорошие, которые уже у меня десятилетиями отработали. Кормят учеников 26-й школы повара пищекомбината ежедневно. Всего школу посещают более 1000 учеников. На каждую неделю составляется меню, размещается на сайте нашего образовательного учреждения. Оно находится также в столовой, где дети и родители могут познакомиться. И родители еженедельно, в любой момент времени, в любой день могут прийти и проверить, насколько качественно подготовлено питание. За одну большую перемену могут одновременно пообедать 250 учеников. Все продумано. Никто не толпится на входе и выходе. Дежурные за 15 минут до окончания урока накрывают на стол. В нашей школе организовано бесплатное питание, также есть и льготное питание для детей льготной категории. Туда входят малоимущие, дети ОВЗ, инвалиды, дети семьи, находящиеся в опасном положении. Они у нас питаются 2 раза бесплатно. Когда дети находятся на дистанционном режиме обучения, в эти дни мы им делаем компенсацию питания. В свои лучшие времена «Рябинушка» обслуживала сразу несколько школ. Пандемия за 2 года привела предприятие чуть ли не к краху, но дружный коллектив выстоял. В марте 2020 года у меня работники все разбежались, потому что весь 2020 год просидели. Мы там могли, не могли, по 7 тысяч платили в месяц. Кого-то не устроило, кто-то уехал. Вот сейчас начинается, конечно. Предприятие наше давно работает в городе. На хорошем счету, у нас очень много грамот.
Сегодня Рябинушка вновь расправляет свой стан, упорным трудом завоевывая доверие горожан. И недалек тот день, когда Рябинушка вновь займет лидирующие позиции одного из лучших пищевых предприятий города Мирный. Юлия Михайлова, Григорий Григорьев, город Мирный. Ну а продолжит наш эфир наши коллеги из новостного блока. Мы передаем слово Надежде Саханской. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прибыл в Якутск. По прибытию вице-премьер ознакомился с продукцией предприятия ЕКТ «Сокол» по производству квадроциклов. Вместе с ним компанию посетила глава республики Айсен Николаев. Отметим, что данная компания работает с 2017 года и в год выпускает около 120 единиц техники, а всего продано более 800 квадроциклов. Также предприятие поставляет свою продукцию и в зону специальной военной операции. Для этого разработана и сертифицирована модель пикап с большей грузоподъемностью. На сегодняшний день бойцы получили 5 квадроциклов, еще 4 будут отправлены в ближайшее время. А по согласованию с региональным правительством планируется отправка еще 50 единиц техники в зону спецоперации. С Юрием Петровичем обсудили возможности производства, особенности техники, сферы его применения и как техника себя проявила в специальной военной операции. Техника служит уже месяц. Нашим ребятам нравится. То есть она полностью с утра до вечера задействована. 11 апреля в Якутске вице-премьер проведет ряд совещаний, в том числе по вопросу паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальневосточного федерального округа. Рассмотрит с руководством республики разработку мастер-плана Якутска. Посетит производство и обсудит с предпринимателями реализацию инвестпроектов на территории Якутии. 12 апреля в Нерюнгри Юрий Трутнев ознакомится с реализацией инвестиционных проектов в территории опережающего развития Южная Якутия. Проведет совещание по подготовке мастер-плана развития Нерюнгринской городской агломерации. В поселке Чегда Алданского района работает фельдшерско-акушерский пункт с одним сотрудником. Татьяна Долгова работает в пункте 8-й год. На сегодняшний день у нее 96 пациентов, из которых 16 детей. По ее словам, за время работы в пункте ни разу не проводился капитальный ремонт. Однако пункт полностью обеспечен медицинскими препаратами. Чегда – самый отдаленный населенный пункт Алданского района. Основная сложность в том, что из-за узкого автоземника к поселку не может проехать мобильный медицинский комплекс. С большинством обращений фельдшер справляется самостоятельно и только при тяжелых случаях вызывает санрейс. И с травмами, и заболеваниями. Как и везде, очень много всяких заболеваний. Дети и взрослые, гипертоников много. В основном пенсионеры все гипертоники. Суставы, боли в сердце. Ну, что там пожилые люди могут? На огородах работают колени, ноги, спины. В Якутии впервые пройдет всероссийская ярмарка вакансий. 14 апреля в очном формате организуют региональный этап под названием «Работа России. Время возможностей». Примут участие более 60 крупных работодателей. Все желающие смогут ознакомиться с вакансиями и получить подробную консультацию по трудоустройству. В столице республики ярмарка пройдет в музее «Россия. Моя история», а также в промышленных районах республики. Мы ждем всех соискателей. Ждем студентов выпускных курсов, ждем безработных граждан, ждем граждан, которые хотят сменить работу или находятся под риском увольнения. Кроме открытых прямых собеседований с крупными работодателями, пройдут мастер-классы по технологиям поиска работы, пройдет запись на национальный проект «Демография», где можно пройти профессиональное обучение. Также мы будем записывать и на дополнительное профессиональное образование граждан, которые хотят пройти в рамках государственной программы содействия занятости населения. К этому часу это все новости. Хорошего дня.
Мы продолжаем наш утренний эфир, и у нас в гостях известный путешественник. И неспроста пригласили его сегодня в студию, потому что экспедиция из 4 путешественников выехали из Якутска в начале марта и добрались до мыса Челюскин. И вернулись, конечно же, обратно в пункт отправления. Эта уникальность экспедиции была в том, что впервые до самой труднодоступной северной точки Евразии добралась автоэкспедиция, проехав весь маршрут исключительно по суше и исключительно на одном автомобиле. Как прошел этот путь, узнаем подробнее. И знакомьтесь, известный блогер, путешественник и Богдан Булычев. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Приветствую, Богдан. Богдан, ну мы затронули же тему, в чем уникальность. По Якутии путешествуем не впервые. Я думаю, любители ваших блогов, они знают много об этом. Но в чем уникальность все-таки? По маршруту на одной машине? Ну, по маршруту на одной машине это было сделано для того, чтобы привлечь внимание к этому проекту и создать такой инфоповод. По большому счету мы прорабатывали туристические маршруты для российского и для иностранного туриста. Сразу после нас поехала экспедиция, в которой принимали участие уже китайские туроператоры. И вот прямо сейчас, когда мы с вами находимся в студии, вторая группа китайских туристов подъезжает к населенному пункту Оленек. Цель была проработать маршруты, проработать с местным бизнесом, с гостиницами, сделать понятную логистику до мыса Пакса. У вас здесь, в республике Саха-Якутия, есть уникальное место. Это самая северная континентальная точка Якутии и параллельно всего Дальнего Востока мыс Пакса, который находится в Анабарском улусе. В этом году мы, проехав в ту сторону, проработали его, но добавили туда еще мыс Челюскин, потому что совсем недалеко, там в Таймыре есть самая северная точка всего нашего континента. Вот. И вообще это международный этап экспедиции, Евразия от края до края. Мы уже побывали на крайней точке на мысе Дежневой с видом на Америку, побывали на мысе Рока в Португалии. В этом году были на Челюскине, это самая северная точка, и на следующий год мы едем на мыс Пиай в Малайзию, и тогда мы посетим все 4 крайние точки нашего континента первыми в мире. Ну, кстати, в подтверждение слова Богдана, действительно, сегодня, по-моему, буквально увидел фотографии, что на автомобилях танк, по-моему, да, на китайских автомобилях китайцы уже двигаются по вашему, получается, маршруту. Да, мы их полностью ведем, эту группу, и суть для того, чтобы сюда приезжали туристы. Если мыс Пиай будет такой же точкой, как мыс Нордкап в Норвегии, то вы представляете, только за зиму они принимают 1 200 000 туристов. Если каждый турист останет по $1, то это будет $1 200 000 сюда, в регион. Что такое $1 200 000? Ну, вы сами понимаете, какие-то большие деньги. Поэтому вот цель такая. Богдан, но если все-таки вот мы определились с главной целью, да, нужно отметить, наверное, что просто туда добраться на каких-то неподготовленных автомобилях будет сложно. Или все-таки возможно? Именно поэтому в прошлом году мы сели на стоковые крузаки и поехали туда на стоковых машинах. Безусловно, так делать не стоит, но тем самым мы показали, что можно сделать даже так. Сейчас есть техника в Оленьке, в Сыскалахе, в Юронхае, которая может уже сейчас доставлять туристов вот в сложную часть. Это полярная станция Анабар и сам мыс Пакса. А здесь маршрут до Юронхае, это обслуживаемые зимники, есть гостиницы, есть заправки. И что самое главное, что местные жители и местный бизнес уже готов принимать туристов. Все возможно, да, было бы желание. И все получится. Ваша команда была из 4 человек. А какое вот снаряжение нужно взять вот в такую поездку? Что вы с собой брали? Ну, у нас было абсолютно все, мы были подготовлены. Именно поэтому мы команда профессиональных путешественников. Хорошая машина, надежная экипировка, спутниковая связь, система автономного выживания. В случае даже выхода из строя чего-то мы могли автономно находиться дней 15 вот в нигде. И там была такая одна точка, где во все стороны было практически 1000 километров, не было никакого ненаселенного пункта. Это такой полюс недоступности Таймыра. Было так волнительно. Вот представьте себе, в этом недалеко от этого полюса недоступности мы едем на машине по тундре, никого нету, и тут пролетает вертолет. Оказалось, что это ребята из военной авиации, наши подписчики, прилетели, приземлились, говорят, мы увидели вас, мы даже не знали, что это вы. В итоге спросили, что нам еще привезти, и на обратном пути привезли нам чай, печенье, вот, и что-то еще там, да, было. То есть вот просто прилетел волшебник в голубом вертолете, да. То есть вы ездили там, где летают только вертолеты? Только военная авиация, да.
Ну и, конечно, возникает следующий вопрос. А многие считают, что все-таки подобные путешествия по нашему региону это достаточно, ну, так сказать, затратное дело, да? Вы, наверное, ведете все-таки учет, да, финансов, потраченных на вот такие путешествия. Не будем говорить вот прям до последнего рубля, но в целом. Знаете, всегда можно поехать очень дорого и очень дешево. Это как купить китайскую обувь, но менять ее потом 10 раз за сезон, или как купить одни хорошие туфли или ботинки и носить их там 3 года, потому что они хорошие. Здесь примерно так же. Если можно съездить супер экономно, основная затрата это будет топливо, на втором месте питание и на третьем подготовка автомобиля. Можно до Ирунхаи даже на такси уехать, по большому счету. Поэтому тут все зависит от того, что вы хотите получить на выходе. Так как нам нужно было сделать и хорошую картинку, и все-таки автономно 3600 километров мы ехали вообще без дорог, без зимников и даже без следов. Были следы только полярных волков, овцебыков и белых медведей. Вот, поэтому мы готовились серьезно. И я скажу так, что в моем автомобиле японского происхождения доработок еще ровно на такую же стоимость автомобиля. То есть машина в машине. Вот примерно То есть так, да. это все зависит от твоей подготовленности, да? Что по заправкам, по топливу? Ну, мы с собой везем в баке, у нас под 400 литров топлива в машине, но заправлялись мы по пути. У нас были точки старых военных баз, у нас были точки геологических экспедиций, и мы заправлялись вот просто в нигде тоже. Это отдельная история. Все это вы увидите на нашем канале в YouTube про путешествия. Переходите, там все будет. Контента, я думаю, привезли много. 4 терабайта, порядка, наверное, 30-40 серий будет. Богдан, вам большое спасибо. Успехов вам в дальнейших ваших планах. Спасибо. Ну а нашим телезрителям мы желаем всего самого отличного, хорошего дня. Доброго утра. Доброго утра.